Альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах ва ба'д. Многие из нас думают, что поддерживание родственных связей, о которых говорится в Коране, это поддерживание связи с теми, кто проявляет к нам добрые отношения, и что нам не следует поддерживать связь с теми, кто проявляет к нам плохое отношение, особенно когда те первыми обрывают родственную связь. На самом деле это неправильное понимание, потому что поддерживание родственной связи в исламе означает поддерживание отношений с теми, кто их разрывает. Передают со слов Абдуллы ибн Амра, радийаллаху анху, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Лейса львасилу биль мукафи, валякини львасилу ллади иза кутаат рахимуху васалаха». Не тот, поддерживающий родственные связи, кто делает это одолжением, а тот, кто сохраняет связь, даже если оборвали с ним. Также от Абу Хурейры, радийаллаху анху, передается, что однажды какой-то мужчина сказал: «Я Расул Аллах, инна ли карабатан, асилухум ва яктауни, ва ахсину илейхим ва юсиуна илейя, ва ахлюму анхум ва яджхалуна алейя». «О посланник Аллаха, поистине у меня есть родственники, с которыми я связываю родственные узы, но они разрывают их со мной. Я проявляю к ним добро, однако они причиняют мне зло. Я проявляю мягкость по отношению к ним, однако они поступают со мной невежественно». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ла ин кунта кама культа, факааннама тусиффухумуль малла, ва ла язалу ма'ака мин Аллахи захирун алейхим ма думта аля залик». Поистине, если дело обстоит так, как ты сказал, то это значит, что ты будто наполняешь их рты горячей золой, и не перестанет с тобой пребывать помощь от Аллаха против них до тех пор, пока ты на этом. Слова, наполняешь их рты горячей золой, означают: ты будешь как бы кормить их горячей золой. Таким образом, то, что постигает их за этот грех, уподобляется тем мукам, которые испытывает человек, поедающий горячую золу. При этом тому, кто оказывал им благодеяние, ничего не будет. Они же понесут на себе бремя великого греха за то, что обижали его. Поэтому, для того, чтобы осуществить эту сунну, нам следует найти наших родственников, которые, по нашему мнению, совершили ошибку по отношению к нам, и поддерживать с ними родственные отношения и проявлять добро. И не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Также следует иметь в виду, что правда не всегда бывает на нашей стороне, когда мы считаем, что другие виноваты. Иногда оказывается так, что мы сами виноваты, не осознавая этого. Тот, кто подчинится сунне посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, пойдет прямым путем, ибо Аллах, субханаху ва тааля, говорит: «Ва ин тути'уху тахтаду». Если вы подчинитесь ему, то последуете прямым путем. Ва саллиллаху вассаляма аля набийна Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.